Республика Таджикистан – государство в Центральной Азии, бывшая Таджикская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. Таджикистан расположен в предгорьях Памира и не имеет выхода к морю. Граничит с Узбекистаном и Киргизией на севере и западе, с Китаем на востоке, с Афганистаном на юге. Климат резко континентальный. Минимальная зафиксированная температура зимой минус 63, максимальная летом плюс 48. Таджикистан – президентская республика. С 1994 года пост президента занимает Эмомали Рахмон. На территории современного Таджикистана в 6-3 тысячелетиях до нашей эры существовала высокоразвитая гиссарская культура. По преданию, в IV веке до нашей эры в эти места совершил свой последний поход Александр Македонский. С 1-го тысячелетия до нашей эры эти области вошли в северную часть древнейшего центральноазиатского государства Бактрия, через которую проходил Великий Шелковый путь, транзитный маршрут, соединяющий города Средиземноморья, Ближний Восток и Центральную Азию с людьми шелка, как в античности называли китайцев. В 1868 году северную часть Таджикистана завоевали русские. В 1929 году была образована Таджикская ССР. В 1991 году провозглашена независимость Таджикистана. Страна богата природными ресурсами, но так как 93% территории республики занимают горы, их добыча затруднена слаборазвитой инфраструктурой. Экономическая ситуация в стране усложнилась пятилетней гражданской войной, разразившейся почти сразу после обретения независимости. Уже после окончания войны в 1998 и 1999 годах страна пережила еще 2 военных мятежа. С другой стороны, Таджикистан – одна из самых потенциальных и готовых к развитию стран СНГ. Именно здесь разведано 14% мировых запасов урана. Основным сектором экономики остается государственный. Половину экспорта Таджикистана составляет хлопок, большую часть – алюминий. Кроме того, республика экспортирует свинец, цинк, редкоземельные металлы, ванадий, окись урана, хлопковые и шелковые ткани, фрукты, овощи, сухофрукты. Здесь обитают 50% редчайших животных и 15% птиц, занесенных в Красную книгу. В ледниках Памира-Алая сосредоточено до 1300 кубических километров пресной воды. Из 5 республик региона только 2, Киргизстан и Таджикистан, являются стокообразующими странами. В их горах берут начало реки, являющиеся единственной водной артерией для всего центральноазиатского региона. Столица Таджикистана Душанбе, что значит понедельник, день проведения базара, расположен в живописной и плодородной Гиссарской долине на высоте 930 метров над уровнем моря. Это одна из самых высокогорных столиц мира и один из крупнейших культурных и научных центров Азии. В Душанбе 13 высших, десятки средних специальных профессионально-технических учебных заведений. Главные отрасли тяжелой промышленности – электроэнергетика, горно-рудная промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, добывается нефть и природный газ. Огромен гидроэнергетический потенциал Таджикистана. Общий объем гидроэнергоресурсов оценивается в 527 миллиардов киловатт-часов. Это делает государство одним из самых обеспеченных этим возобновимым источником энергии в мире. По оценкам Атласа мировой гидроэнергетики, Таджикистан по удельным показателям запасов гидроэнергоресурсов занимает 1-е место в мире, а по абсолютным показателям 8-е. В случае полного их использования республика может стать крупнейшим экспортером электроэнергии в Азии. Сегодня в стране работают 9 гидроэлектростанций мощностью от 15 до 3000 мегаватт и несколько десятков малых и микрогэс. Правительством Таджикистана разработаны обширные планы по реконструкции и модернизации существующих объектов гидроэнергетики, достройке законсервированных и строительству новых ГЭС и трансатлантичных ЛЭП. И все-таки, говоря о перспективах Таджикистана, надо в первую очередь учитывать перспективу демографическую. Население республики более 7 миллионов человек, примерно половина – граждане дошкольного и школьного возраста. Средний возраст жителя – 24 года. Население республики растет со скоростью более 140 тысяч малышей в год или 40 новорожденных на каждую 1000 человек. Причем все эти юные граждане поголовно получают среднее образование. В республике сейчас открывается по 100 школ в год.
Рагунская ГЭС, шестая верхняя ступень Вахжского каскада гидроэлектростанций. Год назад таджикское правительство приняло решение о возобновлении строительства своими силами. В настоящее время на станции завершаются работы по восстановлению строительных тоннелей. Возобновлена разработка каменного карьера, ведется ревизия поставленного оборудования, восстанавливаются автодороги. Заработали 2 бетонных завода и построен еще один дополнительный. Работы ведутся в 2 смены практически круглосуточно. При высоте плотины в 335 метров мощность станции может достичь 3600 мегаватт.